самое главное, климакс — это не приговор, дорогие женщины. Климакс — это состояние нашего организма, это не болезнь, это не приговор. К этому относиться нужно спокойно, не переживать. Все обратимо, все проблемы, те, которые связаны с ним, конечно же, можно решить. Климакс рано или поздно приходит абсолютно каждой женщине. И очень тяжело предугадать, в какой форме он будет проходить. Некоторые женщины реагируют на такие изменения нормально и продолжают жить полноценной жизнью. А кто-то страдает от множества неприятных симптомов, которые дали или дают о себе знать именно в этот период жизни. Количество яйцеклеток в течение жизни женщины неуклонно уменьшается. Вот этот вопрос я хочу на самом деле, чтобы вы внимательно прослушали и поняли для себя. Количество яйцеклеток в течение жизни женщины неуклонно уменьшается. Это данность, это физиология, это природа. Так как формируются клетки фолликулов и определяются их количество еще до появления девочки на свет, в период внутриутробного развития, буквально в первые пару месяцев после зачатия. Плод женского пола, когда мы беременны девочками, да, вот у меня 2 девочки, внутри мамы уже имеет половые клетки, из которых впоследствии при желании или отсутствии препятствий будут уже зарождаться наши внуки. Девочки рождаются с огромным запасом яйцеклеток. В целом около 1 миллиона потенциальных детей, так называемых. Но к моменту менархии, то есть первая менструация называется менархией. При половом созревании их остается около 4000. Отсеиваются бесперспективные, неспособные вызреть. То есть это, видите, естественный отбор такой природный происходит. Так что миллионный запас природой яйцеклеток задуман для подстраховки. Но и 400 тысяч яйцеклеток не означает, что даже при самом удачном стечении обстоятельств женщина могла бы иметь такое огромное количество оплодотворенных клеток. Дело в том, что после окончания полового созревания ежемесячно готовится к выходу целая группа фолликулов, в среднем от 30 до 40 штук. И только 1, реже 2, крайне редко 3 действительно созревает и выходит из яичника в фаллопиевую трубу, чтобы встретиться со сперматозоидом. То есть это естественный эволюционный отбор, во время которого из этой компании яйцеклеток шанс на зачатие получает самая здоровая половая клетка. Исследования подтвердили, что женщины, не имеющие детей или рожавшие всего 1 раз, при этом не кормившие грудью, имеют более ранние проявления климакса. А в противовес им многодетные мамы дольше не стареют, и их яичники работают более продолжительнее. Это связано с тем, что в период вынашивания и в процессе лактации, то есть кормления, да, ребенка, яичники не функционируют. Соответственно, их резерв сохраняется дольше. Предугадать, когда именно у женщин наступит менопауза, невозможно. Но существуют факторы, которые влияют именно на наступление менопаузы. Первое — это наследственность. Вот о чем мы сейчас вот проговорили. Да? Если у старшего поколения, я иду по женской линии, отмечается поздний климакс или ранний климакс, велика
вероятность, что у дочерей и внучек будет так же. Социальные условия. Если женщина живет в тяжелых бытовых условиях, вынуждена плохо питаться, имеет вредные привычки. Так, как слышите меня, как видите, пожалуйста? Что у нас со связью? Отправьте, пожалуйста, сообщение, что у нас со связью. Угу. Со связью все хорошо, ну все, слава богу, все, пошла реакция, да. Так, конечно же, на это влияет высокий уровень сахара в крови, высокое давление, высокий вес у женщины. Это тоже приближает наступление климакса. Психологический фактор тоже немаловажен. Климакс приходит позже к счастливым женщинам, которые находятся в гармоничном браке, воспитывающим детей и которые бесконфликтно проживают в семьях, состоящих из нескольких поколений. То есть преемственность поколений тоже очень важна, оказывается. Дальше фактор проживания в районах с плохой экологией, загрязнение окружающей среды, опасные химические вещества действуют как разрушители эндокринной системы для женщины. В каком возрасте развивается, не развивается, а начинается климакс? Гинекологи выделяют несколько типов климакса, исходя из возраста женщины. Вот вы можете посмотреть на слайде. Преждевременный климакс, это даже не ранний, от 30 до 40 лет. То есть женщина еще находится в репродуктивном возрасте. Видимо, повлияли какие-то внутренние проблемы со стороны здоровья, которые возникли под воздействием внутренних ли факторов или внешних факторов, которые повлияли на то, что климакс стал проявляться, да, то есть отсутствие месячных, менструаций. Дальше, это ранний климакс от 41 до 45 лет, средний от 45 до 50 лет и поздний от 50 до 55 лет. Важно помнить, что ранняя и поздняя менопауза являются патологическими состояниями. При появлении признаков расстройства менструального цикла следует обязательно обратиться к гинекологу и пройти лечение. Обязательно гормональное лечение. То, что касается преждевременного и раннего климакса. Причины ранней и поздней менопаузы. Раннему климаксу способствует в первую очередь, это тоже очень важно, когда у девочки первая менструация начинается в 10 или 11 лет. Причина заключается в том, что женские яичники содержат определенный запас яйцеклеток, вот то, что мы говорили выше. Они закладываются в организме девочки еще при эмбриональном развитии. С каждым менструальным кровотечением количество яйцеклеток уменьшается. Когда резерв иссякает, начинается гормональная перестройка. То есть мы уже об этом знаем. Что такое гормональная перестройка? Перестройка — это уже как бы сходит на нет выработка наших женских гормонов, главным образом эстрогенов, да, и это уже как раз-таки приводит к таким процессам. Три типа климакса. Может быть. Так. Угу. Время, когда женщина вступает в пору климакса, принято условно разделять на несколько фаз. Это пременопауза, это период, когда менструации начинают проходить нерегулярно, сокращается в продолжительности и объем выделений, однако яичники еще продолжают работать. И именно в это время начинаются первые необратимые изменения в сердечно-сосудистой, нервной системах и опорно-двигательном аппарате. В
пременопаузе важно не упустить время, обратить внимание на свое самочувствие и происходящие изменения, и не дать организму резко состариться. Эта фаза начинается в возрасте в норме будем говорить, да, в возрасте 47-48 лет и длится в среднем 3 года. Менопауза наступает спустя 2 года после полного прекращения регулярных менструаций, однако незначительный шанс в этот период забеременеть у женщины все-таки еще имеется. Ведь в яичниках сохраняется некоторое количество готовых к оплодотворению фолликулов. Далее яйцеклетки уже не успевают вызреть из-за старения яичников, и в средней менопауза начинается в возрасте от 49 до 55 лет. И постменопауза. Это период полного прекращения работы яичников. Эта фаза наступает после 55-летнего возраста и длится 6 лет и более. Симптомы климакса – это приливы, жара, потливость. Именно приливы являются первым признаком менопаузы, с которыми сталкивается от 75 до 85% женщин. Гормональная перестройка организма в период климакса оказывает влияние на процессы терморегуляции. В результате изменения гормонального фона при климаксе женщина может внезапно ощущать приступы жара, длящегося обычно несколько минут и проходящие сами собой. Каков же механизм? Механизм возникновения связан с воздействием эстрогенов на гипоталамус, который находится в нашем головном мозге, в котором находится центр терморегуляции, который контролирует процессы сохранения тепла организмом. Когда количество эстрогенов при климаксе, естественно, снижается, их уже мало вырабатывается в нашем организме, в гипоталамус поступают сигналы о перегреве организма. В результате включается функция усиления потоотделения и расширения периферических кровеносных сосудов. В такие моменты лицо и шея женщины краснеют, на коже появляются капельки пота, сердцебиение учащается, может присутствовать головокружение, тошнота, слабость. По окончании приступа может выступить обильный холодный пот, который сопровождается появлением дрожи. Дальше что происходит? Нарушение сердечного ритма, да, в период климакса, тахикардия, например. Она при климаксе обусловлена снижением снова того же уровня эстрогена, который в норме влияет на поддержание нормального функционирования сердечной системы. Поэтому после 50 лет женщины, как бы в кавычках, догоняют представителей противоположного пола, мужчин, да, по количеству сердечных заболеваний. По статистике у каждой 8-й женщины от 46 до 65 лет есть проблема с сердцем, проблема с сосудами. А после 65 лет с болезнями сердечно-сосудистой системы сталкивается уже 25% женщин. Это такая статистика. Следующая симптоматика – это головокружение, головная боль. Эти симптомы как бы начинающегося климакса могут быть обусловлены повышением или понижением артериального давления, а также его резкими скачками или перепадами. Что еще женщина в этот период ощущает? Забывчивость. Изменения гормонального фона приводят к снижению тонуса сосудов и влияют на мозговое кровообращение тоже, из-за чего женщины в период климакса жалуются на проблемы с памятью. Дальше мы находимся в этом периоде в таком нестабильном эмоциональном фоне. Снова же причина в чем? Это снижение уровня эстрогенов и эндорфинов. Как раз таки это и приводит к плаксивости, раздражительности или даже какой-то, даже у женщин бывает такая чрезмерная сентиментальность, которая уже за собой ведет вот эту плаксивость и раздражительность.
Происходит недостаток гормонов щитовидной железы, гипотиреоз в частности. Симптомы гипотиреоза у женщин в менопаузе представлены апатией, нарушением концентрации внимания, выпадением волос. Следующий симптом — это вагинальная сухость, тоже немаловажный. Это может быть не только сухость, это может быть и зуд, и жжение во влагалище. За счет снижения уровня эстрогенов наблюдается уменьшение производства естественной вагинальной смазки. Снижается интенсивность кровотока в сосудах, стенок влагалища. Имеет место истончение слизистой влагалища. Все это приводит к сухости и зуду. Интимная близость в период климакса вызывает какие-то болезненные ощущения. Поэтому очень важно, здесь вот вы в дальнейшем уже увидите программу при климаксе, не использовать таблетки кунчичак. Это может быть только гель кунчичак или использование вместе с маслом, с розовым маслом или с лавандовым маслом вместе. Потому что, смотрите, слизистая и так иссушена, да, а мы знаем, что таблетка кунчичак, она растворяется путем впитывания, да, влаги, там, где она находится, и выделением углекислого газа. Это еще хуже, это как раз-таки усугубляет состояние женщины. И как раз-таки вот женщина в климаксе очень часто, она чувствует дискомфорт при приеме именно таблетированной формы кунчичак. Следующий симптом — это остеопороз. Очень важный, очень коварный. Остеопороз является одним из опасных симптомов менопаузы, который может привести к переломам костей. Причина уменьшения плотности костной ткани заключается в постепенном вымывании из организма кальция, а также в нарушении процессов усвоения фосфора и витамина D. Это даже идет и при этом, когда эстрогены — это наши защитники, да, женские гормоны, они защищают наш организм, они как бы не способствуют быстрому вымыванию этих важных макро-микроэлементов из нашего организма. Почему, когда женщина входит в климакс, она даже не подозревает о том, что у нее есть какие-то проблемы с дефицитом кальция. Банальный какой-то, допустим, вывих, как бы она упала, не сказать, что сильно, да, может быть, даже подвернула ногу и упав, да, на левое или на правое бедро, в дальнейшем уже констатирует то, что произошел перелом шейки бедра. Потому что остеопороз, кости на самом деле хрупкие. За все это время, не пропив ту достаточную дозировку, суточную потребность уже женщины в климаксе, она себя не обеспечила тем количеством необходимым этого микроэлемента кальция для того, чтобы как-то укрепить свои кости. Поэтому важно пересмотреть повседневный рацион, да, женщины в этом периоде, сократить потребление углеводов, особенно простых углеводов, да, не особенно, а простых углеводов, налегать именно на белковую пищу, а также повысить физическую активность и, конечно же, принимать биодобавки с содержанием кальция. Дальше что мы еще чувствуем в этот период? Это снижение тонуса кожи. Одной из функций эстрогенов является поддержание эластичности наших кожных покровов. По мере снижения выработки этих гормонов тонус кожи, соответственно, ухудшается, в результате чего при климаксе появляются морщины, появляется сухость, шелушение. То есть женщина сразу чувствует на себе, на коже то, что какие-то изменения происходят. И на самом деле никакие ультрамодные, ультрасовременные, ультрадорогие крема по увлажнению кожи на самом деле в этот момент не помогут. Здесь нужна внутренняя подпитка женщины. Дальше. Возникновение мастопатии и боли в груди, тоже они связаны с происходящими гормональными изменениями. И самое главное, органы пищеварения, мы с вами знаем, да, что чистый кишечник является зеркалом здоровья нашего человека, нашего организма. И как он работает, насколько регулярен стул у человека, насколько активна перистальтика, моторика кишечника, как мы ходим с вами по-большому в туалет, очень важно. Не только в климактерическом периоде, но и вообще. А в климаксе как раз-таки работа кишечника очень важна.
потому что органы пищеварения играют важную роль в этих процессах. Желудочно-кишечного тракта начинаются процессы расщепления пищи и всасывания необходимых для организма веществ, мы с вами об этом знаем. Зона тонкого кишечника, куда поступают необходимые для расщепления пищи желчь и ферменты, очень ранима. В период гормональной перестройки организма часто возникает нарушение расщепления пищи. Те жиры, которые расщепились неправильно, идут в подкожно-жировой слой, идут в печень, в поджелудочную железу. И к чему это приводит? Это приводит к их ожирению. Нормальные ткани печени и поджелудочной железы замещаются жиром. Печень начинает вырабатывать меньше желчи. Поджелудочная железа, естественно, меньше ферментов. Возникает такой замкнутый круг. Женщина полнеет, начинает повышаться артериальное давление, развивается сахарный диабет и так далее, и другие заболевания. Поэтому очень важно этот порочный круг разорвать. Поэтому первым этапом вы на своей презентации, на слайдах видите, что нужно начинать в любом случае с этапов очищения. Если же женщина не чувствует такой надобности в использовании очистительной продукции, и она чувствует, что за счет того, что она придерживается нормальной диеты, да, достаточно пьет количество воды в день, то она может выбрать для себя или колон клинс, или супер клинс. Если же со стороны желудочно-кишечного тракта, кишечника, будем так говорить, уже появились такие отголоски того, что что-то происходит с ним не так, да, то есть тот же ленивый кишечник, то, что вы стали чувствовать, что появились, то есть не тот уже регулярный стул, какой был раньше, то, конечно же, желательно пройти и первый этап очищения с колон клинс, и второй этап супер клинс поэтапно. И эти очистительные продукты нужно использовать вместе с витамином Е. То есть колон клинс полупаковки пропиваем. То есть тот момент, когда мы пропиваем колон клинс, мы все это время используем витамин Е по одной капсуле 2 раза в день. Остаток этого продукта мы уже переносим на второй этап, используя его вместе с супер клинс. Третьим этапом Go Digest. По 3 капсулы 2 раза в день, можно даже по 3 капсулы 3 раза в день, для того, чтобы добиться именно очистительного эффекта. Обязательно с антиоксидантами, да, здесь Go любит джиган, да, экстракт облепихи. Мы об этом прекрасно с вами знаем, они работают вместе очень здорово. Здесь же мы добавляем еще экстракт унаби. Почему? Потому что именно при климаксе очень важна антиоксидантная формула. Помимо того, что наши продукты являются сами по себе непосредственно мощными антиоксидантами, они содержат в большом количестве изофлавоноиды, это фитогормоны, да, которые влияют именно на регуляцию, на гармонизацию гормонального фона в организме женщины в этот период. Четвертым этапом это детоксинг, экстракт лука, ликопен. Да, там вот вы видите схемка та же, ничего нового. Начинаем с 3 капсул, заканчиваем 6 капсулами в день, да, понедельно. Здесь же мы добавляем обязательно каракат, экстракт черной смородины. Так, одна упаковка написана, но по 2 капсулы 2 раза в день. Вагинально на этом этапе мы используем кунчичак гель, 2 упаковки, обязательно в целях профилактики. Если же нет под рукой кунчичак именно этой формы, да, в виде геля, тогда используем таблетки только вместе с розовым маслом. Розовое масло мы предварительно протыкаем чистой иглой, да, до видимого отлития, да, вот капельно масла из капсулы, глубоко вводим и следом вводим таблетку кунчичак вместе. Тоже достаточно 2 упаковок. Но желательно, конечно же, желательно гель кунчичак, эту форму использовать. Затем розовое масло, лавандовое масло. Почему эти масла используем вместе? Потому что эти масла очень хорошо вместе работают и воздействуют на психоэмоциональную составляющую нашего организма, на психоэмоциональное состояние женщины в этот период.
Витамин Е, витамин С – это тоже антиоксидантная мощная формула, да. Витамин Е сам по себе, он нужен женщине. Витамин С, вот они вместе как раз-таки лучше работают в этом дуэте. Шестым этапом это комплекс Цистанхи. По одной таблетке 2 раза в день. Витамин В комплекс по 1-3 раза в день. Цинк, 2 капсулы утром, как всегда, кальций и 2 таблетки вечером. Почему комплекс Цистанхи, почему витамин В комплекс? Комплекс Цистанхи улучшает мозговое кровообращение, что очень важно в этом периоде. Он еще влияет и на повышение тонуса, физической, умственной активности для женщины. Это поднятие настроения в любом случае, да, улучшение мозгового кровообращения. Женщина будет себя лучше чувствовать. Это избавление от головных болей, от апатии, от каких-то мигренеобразных даже болей, да. Почему с витамином В, использовать витамин В комплексом, как раз таки вот в этом дуэте, они очень здорово, да, вместе работают на нормальную активную работу головного мозга, центральной нервной системы нашей. Цинк активизирует работу центральной нервной системы, а кальций вечером, да, он успокаивает, обладает седативным эффектом. Вообще, если есть такая возможность, кальций женщинам в климактерическом периоде, конечно же, использовать на каждом периоде использования этой программы, начиная с очистительной продукции, восстанавливающей продукты, когда вы принимаете и так далее, если есть такая возможность. Но на 6-м этапе обязательно мы вместе включаем кальций с теми продуктами, которые вот вы видите на 6-м этапе. То есть вот такая вот мини-презентация, быстро-быстро я проговорила, но в любом случае школа останется в записи, если кому интересно будет, прослушайте еще раз. Но самое главное, еще раз хочу сказать, что климакс – это не заболевание, это не приговор, это ступенька. В переводе с латинского это ступень. Ступень женщины, ступень женского организма к дальнейшему существованию. И существованию не просто как существованию, а житию, будем так говорить, со всеми плюсами, со всеми прелестями этой жизни. В принципе, женщина, она в климактерическом периоде абсолютно не чувствует себя ущербной, абсолютно. И врачи утверждают, что процесс старения легче предупредить в 35 лет, чем остановить в 47. Вот на этой ноте я хочу закончить презентацию.